Испытано на себе. Итак, дорогие друзья, наступил ноябрь месяц, начинает холодать, и в Якутии наступила та самая пора, когда необходимо заготавливать питьевой лед. Сегодня мы едем по приглашению администрации села Тулагина на традиционную заготовку льда. Погнали! Дорога до села Тулагина со столицы Якутии, города Якутска, пролегает по новому асфальтированному Намскому тракту и занимает 40 минут времени в пути. Село Тулагина является центром Тулагино-Кильдямского района и расположено также на левом берегу реки Лена, в долине Туймада. Тулагина – небольшое село, но очень современное и компактное. Население преимущественно занимается животноводством, а именно мясомолочным скотоводством и мясным табунным коневодством. Развито также овощеводство, но и не только. Уровень урбанизации довольно велик за счет того, что село является частью городского округа город Якутск. И именно здесь мы сегодня будем заготавливать питьевой лед. Испытано на себе. Мы приехали в село Тулагина и заметили на протоке людей, которые занимаются заготовкой льда. Мы остановились и решили поспрашивать людей, каким образом они заготавливают лед. А вы, получается, местные жители Тулагина для себя, да, заготавливаете? Родная семья, много, и вот для этого работает. Здесь, оказывается, не только администрация добывает лед, но и местные жители для себя. И вот мы остановились, сделали пару кадров. Посмотрите, сколько люди уже заготовили. То есть это говорит о том, что добыча льда в Якутии – это традиционный способ. Егор Гаврилович, подскажите, пожалуйста, вот мы приехали в село Тулагина, да, поучаствовать именно в заготовке льда. Подскажите, пожалуйста, вообще к чему приурочено данное мероприятие? Оно же, по идее, традиционное, да, то есть это же традиционный способ именно заготовки питьевой воды. А вот именно сегодня это у нас, мы вот заготавливаем лед. Для каких целей? То есть для населения это или для для школы, или как правильно? Заготовка льда, вообще такой он является традиционным видом промысла, не то что промысла, занятия, да, нашего народа. И вот в нынешних условиях, когда цивилизация, вода, чистая вода, бутилированная вода, в принципе, такой практической утилитарной необходимости, чтобы именно вода ледовая заготавливается чисто для питья, конечно, есть, но в процентном отношении, конечно, меньше. А вот основная цель заготовки льда, как и мунха, как и кюлей, сенокошение, это является воспитание подрастающего нашего поколения, чтобы они знали, чем занимались наши предки, что такое пешня, что такое заготовка льда и как им орудовать. И у нас заготовка льда традиционная в нашем наследии. А с прошлого года у нас, как вы все знаете, идет специальная военная операция, и мы заготавливаем семьи, помимо одиноко проживающих людей, которые мы постоянно заготавливали для них. Мы для семей наших воинов, наших героев мы заготавливаем, чтобы они чувствовали, что мы наслед, его земляки едины, мы их поддерживаем, тыл у них крепкий. Это первое. А с этого года, отличие этого года является не только мужчины Тулагино-Кильдямского наследия вышли, а вышли со второй школы, помимо Тулагинской нашей школы. Со второй, в смысле, города Якутска? Да, города Якутска, потом глобальное образование, потом Центр детского творчества, это бывший дом детского творчества, дворец детства. Поэтому очень отрадно, что школы Якутска, города Якутска тоже подключаются. Откликнулись, да? Откликнулись, им большое спасибо. В этом году у нас наследие объявлен годом отца, и тоже движение отцовства, движение наших мужчин очень активизировалось. Это очень отрадно. Я очень благодарю нашим жителям, что они поддержали нашу инициативу.
Ну, то есть это получается традиционное мероприятие, цель которой просвещение, ну и плюс поддержка, скажем так, ну, всего населения, ну и участников СВО, ну, семей участников СВО. Плюс ко всему это получается то, что именно, ну, приурочено все это к году отца, да, то есть определенные, ну, собрались... Активная акция. Да, активные отцы. Ага. Замечательно. А вообще, вот этот процесс, он ну, в Тувагино именно ежегодно? Говорите, традиционно? Да, у нас то есть это ежегодно проходит? ежегодно проводится, помимо Мунха, который Ага. проводим, Куюр проводим, ну, чтобы Ага. воспитать, чтобы не забывались наши традиционные виды Мгм. промыслов, занятий наших предков. Мгм. Ну вот как замечательно. Таким образом происходит традиционное воспитание вообще населения. Не только молодежи, но и населения в целом. Испытано на себе. Заготовка льда перед зимой – это традиционный способ заготовки чистой пресной воды на всю продолжительную зиму и создания самодельных холодильников для собственных нужд. Традиционная заготовка льда представляет собой трудоемкий процесс, направленный в современных реалиях больше на экопросвещение и сохранение традиционной бытности. К тому же данное мероприятие представляет собой процесс объединения наций и проявления солидарности. Поближе я сваливаюсь. Наконец-то мы приехали в село Тувагино, и сейчас находимся на протоке, где происходит заготовка льда. Здесь много народу, практически основная часть населения села Тувагино занимается именно данным видом традиционной деятельности. Для заготовки льда есть системный подход, то есть некоторые люди расчищают поле, ну то есть лед, да, для того, чтобы было удобно лед таскать. Часть населения занимается непосредственно распилом. Часть народу специальными средствами, такими как вот печня, выдалбливают лед определенными прямоугольниками, чтобы можно было спокойно это загрузить в машину, ну и развести по всему селу. Испытано на себе. В современных условиях для облегчения, да, трудоемкого процесса используется бензопила. Но у бензопилы есть какие-то особенности, да, то есть, чтобы экологическую чистоту соблюдать, ну, экологичность. Ну, там что с маслом именно делается или как? Просто бензин заливается, Ага. и масло не заливается. То есть цепь не смазывается, Не смазывается просто, да. и тем самым, получается, у нас лед остается чистым. Чисто, Просто да, вода да. загоняется. Ясно. И, ну, сейчас она отогретая, да, у нас? А по поводу вот использования именно бензопилы на холоде, то есть мы, получается, сделали вот пропил, да? И после каждого пропила нужно отогревать? Да, отогревать надо. Бачок здесь замерзает. Ну. Хорошо, ясно. В общем говоря, изначально, да, заготавливается поле, расчищается лед от снега, делается пропил. И, ну, вот, как вы уже видели, да, то есть заготавливаются именно уклоны для вытаскивания льда. И далее небольшими, получается, полосками нарезается сам лед, либо отрабатывается печней. В общем, заготовка льда именно происходит вот, таким методом. Делается именно полоски. Один кусок льда примерно там 50-60 литров получается. Ну, вытаскиваем и все это дело складируем в определенное место. Место, где отстаивается лед, то есть вот эти большие глыбы льда притаскиваются в определенное место, а далее идет разлом, то есть уменьшает вот эти, скажем так, большие глыбы, чтобы было удобно поднимать кузов машины. Подскажите, моя задача
Трудоемкий процесс, да? Ага. Ну-ка, с той стороны. Как видите, процесс довольно-таки трудоемкий. С первого раза так и не получается. Вот. То есть сейчас, получается, раскололась вся линейка. По ощущениям, самый сложный процесс заготовки льда заключается как раз-таки в интенсивной работе пешней. Данная работа требует определенной сноровки и хорошей физической подготовки. Ведь сама пешня представляет собой тяжелый лом на деревянной рукоятке для пробивания льда. Это вот не говоря о самом тяжелом процессе. И, кстати, пешня используется не только для заготовки льда, но и для зимней рыбалки. Но об этом отдельная история. Я же, в свою очередь, попробовав работу данным видом орудия труда, с непривычки сильно устал. И из-за отсутствия навыка чувствуется тяжесть. Сразу зато становится понятно, что для массовой заготовки льда требуется большое количество участников процесса и пересменка. Пойдем еще раз. Вот тут толчка для... И здесь уклон должен быть специальный. Вытаскивать. Вытаскивать. Лера, покажи, как здесь. Сейчас покажешь. Ну то есть получается вот этот вот уклон, да, под водой, его изначально делается вот этот уклон, чтобы можно было лед спокойно поднимать по накатанной, как бы сказать. А вот эти пропилы, это для того, чтобы упор был, да? Ну вот. Здесь, то есть, не просто так, да, то есть вырезали и вытащили. Здесь имеется определенная технология. Это если правильно по уклону вытаскивать лед, то он спокойно выходит. Если вот так будет, то трудно будет вытащить. А вот этот уклон чем делается? Тоже пешней? Вот смотрите, получается имеется уклон, вернее имеется, скажем так, пропил для упора ноги, да? Вот я упираюсь ногой, цепляю лед, вот, наверх и опа, вот, вышел, и все, и теперь на стоянку. Ну, это же получается самодельная конструкция? Да, самодельная. Самодельная конструкция. Ну, вот довольно и тащит. А веревочка для чего? Ну, чтобы слишком вот не Вот такое простое приспособление, буквально сделано из трубы, специально для того, чтобы вытаскивать лед. Здесь веревочка, чтобы она не слишком далеко не расходилась, да, больше? Здесь имеется зубик. Давайте попробуем вытащить. Зацепляем, получается, лед немножко снизу, да? Чтобы лучше. Оп.
общем говоря, довольно-таки трудоемкий процесс. Одному буквально справиться сложновато. Необходимо иметь хорошую физическую подготовку для такого дела. Ну и, соответственно, немаловажный фактор играет то, что вот ребята ходят с лопатами, расчищают лед, чтобы была ледовая дорожка для складирования этого льда. Мы сейчас вот попробовали именно самостоятельно вытащить, скажем так, лед. Довольно трудно. Такой сложный и трудоемкий процесс с привлечением большого количества людей, естественно, не может обойтись без хорошей, традиционной и вкусной кухни. За кухню, как и всегда, отвечают отдельные лица, труд которых составляет 50% успеха мероприятия. Я так понимаю, это полевая кухня. Да. Это поливая кухня. Надо готовить первое. И сразу. Первый, конечно, чай. Ага. А что в меню? Получается, первое, второе это мясо с чем? Ну, сверху первое, второе. Пустой суп. Ну это суп, да, получается? Ну, чтоб сытно было. Вот, например, уже первое готово. Первое это сверху, а снизу уже второе. Первый раз первое, второй раз уже. А все это организовано администрацией, да? Или как? Совет отцов Якутска, Егор Гаврилович Попов, вот это все. В Ильинском растега администрация. И это отцы. Ну и получается, вот люди сейчас работают, будет обеденный перерыв, все перекусили, согрелись, ну и Тут сейчас сразу шведский стол. Как шведский стол? Первое, второе. Чай. И сразу. видите, какая классная организация, то есть получается люди приезжают, работают не просто так, перекусили, согрелись, дальше работают, ну то есть все сделано на высшем уровне. Тут три в одном. О, спасибо большое. Мы одни из первых, кто пробует полевую кухню. Меньше всех работали, больше всех поели, да? Мясо очень вкусное. Сейчас все. Как Испытано на себе. Итак, наступил обеденный перерыв, и здесь организована полевая кухня. Сейчас будем смотреть, пробовать. После плодотворной работы так приятно отведать горячего блюда, да еще и в такой приятной компании. Кстати говоря, на улице сейчас температура воздуха минус 15 градусов по Цельсию. И несмотря на прохладную погоду, наш импровизированный шведский стол организован по-якутски, прямо на улице. Всем комфортно и тепло, ведь труд согревает. Но и по якутским меркам еще тепло, ведь впереди долгие холодные дни за минус 40. И, соответственно, сейчас можно насладиться приятными зимними деньками на свежем воздухе. Сегодня у нас на полевой кухне борщ. Первое, второе. Я вот себе выбрал борщ, буду сейчас пробовать. Вкус бомбический, особенно после тяжелого труда. Перекусить горячей еды – это самое замечательное, что может быть. Испытано на себе. Как видите, получается, лед раскалывается, ну, большой лед раскалывается на маленькие куски, загружается в машину и дальше идет на доставку. Так, заготовив лед, мы сейчас едем разгружаться. Вот уже доехали до села Капитоновка.
едем за машиной. Мы сами адрес не знаем, но мы вот сейчас едем именно по заявочке. Сразу с, скажем так, с протоки, где заготовили лед. Везем его разгружать. Вот мы приехали в село Капитоновка, и сейчас будем разгружаться. Мы привезли лед прямо с самой протоки по заявочке местного жителя. Итак, еще одна остановочка. Мы сейчас занимаемся развозом льда по заявочкам местному населению и семьям, члены которых ушли на СВО. Спасибо большое администрации Тулагина. Очень хорошая акция. Вот привезли лед. Испытано на себе. Мы помогли заготовить лед населению села Тулагина и при всем при этом решили, прямо вот спонтанно решили взять кусок льда для того, чтобы сдать на анализ, чтобы получить химический анализ воды, и мы попытаемся лабораторным путем проверить, насколько пригоден этот лед для питья. И для этого у нас есть термопакет. Я его с собой всегда беру, потому что занимаюсь рыбалкой и охотой, и такие термопакеты обычно очень удобно с собой возить, чтобы положить рыбу, там, либо продукты. И вот у меня вот новый пакет. Я думаю, он еще ни разу не открывался. Думаю, он подойдет для того, чтобы взять анализ. То есть этот лед на анализ. При этом сразу говорю, возможно, это неправильно. То есть я не соблюдаю, может быть, каких-то именно научных, скажем так, технологий по отбору именно льда на анализ. Хотя бы так попробуем положить в термопакет вот данный кусок льда, например. И попробуем сдать на лабораторию. Так, как это сделать? Наверное, оп, берем. Открываем. И закрываем. Вот такой кусочек получился. Я думаю, его попробовать сохранить. В термопакете он, скорее всего, сохранится. Ведь этот пакет как сохраняет тепло. То есть он теплоизоляционный. В принципе, должно сохраниться все. Испытано на себе. Процесс заготовки льда подходит к концу. И вот сейчас происходит общее фотографирование. Все участники поднимают свои флаги. То есть это мероприятие не просто труд, но и встреча друзей, коллективов. Скажем так, довольно-таки культурное мероприятие. Bu ahmal aksiyot begi Ukrayna hajar spesialne bayanna jayga hajar olatarbıt simyalargar yine törepitlerger begi keme kudu onarabıt inyanan olatarbıtgar anta hajar olatarbıtgar küstah erellak tıl bar bolun yine düşedik köyü kotu kötülla fotoğraf gelinenler demet olatarbıtgar eme uri ayqala hem Nuk. Oğaldır oğaltırga. Ruy! Ayqal! Ruy! Ayqal! Ruy! Ayqal! 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 Nedenler dilden kellidir. Anlık. Испытано на себе.